мудрость предков никогда не исчезают. Это то, что сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Этот духовный мир – своего рода параллельное измерение, пульсирует в нашем сознании вне времени и пространства. Он полон тайн, света и неизведанных возможностей. Каждый из нас на разных этапах своей жизни открывает этот мир по-своему. Но среди нас всегда были те, кто был рожден, чтобы носить в себе искру волшебства древней духовности, помогать простому смертному прикоснуться к сакральному миру предков или высшей реальности, установить с ней незримую и прочную связь. Это хранители традиционных знаний и культуры. И если народ все еще чтит своих хранителей, то этот народ еще жив. Как известно, жилище человека является отражением его внутреннего мира. Так и Бозуй, жилище кыргыза-кочевника, на протяжении многих веков отражает три ключевых качества кыргызского народа. Его рациональность и практичность в быту, разумность и ориентированность на четкие морально-нравственные ценности в личной и коллективной жизни, глубокая интуитивность и преклонение перед потусторонним или духовным миром. Именно эти качества помогали кыргызам из века в век оставаться свободным народом, сохранять свою самобытность и развиваться в контексте непростых исторических событий. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Боозуй – это есть выражение самой сути кыргыза. Боозуй, как материальное творение кочевника или как часть его материального мира, должен был быть прежде всего мобильным, быстро конструируемым и легким в транспортировке. Для изготовления этого удивительного жилища обтекаемой куполообразной формы кыргызы использовали дерево, кожу и шерсть войлок. Это определило другое важное качество этого кочевого жилища – его экологичность. Каркас Боозуя состоит из гереге, тюндюка, ууков и деревянной двери. Подобный каркас покрывается войлоком, перевязывается сверху специальными канатами и украшается снаружи и изнутри. И завершающий шаг – это украшение Боозуй снаружи и внутри и обустройство его внутреннего пространства. Удивительно, но с виду хрупкое строение на практике оказывается очень прочным и функциональным. Она способна выдержать сильные порывы ветра, дарить тепло в холодные времена года и прохладу в жаркие дни. Боозуй – это также часть менталитета кыргызов или его ментального мира. Поэтому в каждом элементе Боозуй легко прослеживается мировоззрение кыргызского народа, ценности, на которых основывался его кочевой образ жизни. Целостность, упорядоченность и гармоничность мироздания всегда считались высшими принципами жизни для кочевников. Так Ыпча и Эпчи
олицетворяют отношения между женским и мужским началами. К примеру, согласно интерпретации кыргызского философа Советбека Абдрасулова, Түндүк и Казан представляют собой соотношение нематериального и материального мира. Түндүк есть символ неба, а Казан – символ земли, плодородия семейного очага. Бакан есть духовный остов или древо жизни, вокруг которого разворачивается развитие. Төр и Босого для кыргыза является ничем иным, как входами в два измерения человеческой жизни. Төр – это вход в непроявленное сакральное измерение, где живут духи предков. Босого, в свою очередь, является входом в проявленный земной мир, где кипит суета повседневной жизни. И это только самые базовые символы, которые содержат в себе кыргызский Бозуй. И, наконец, Бозуй – это особое энергетическое пространство. Это неотъемлемая часть духовного мира кыргыза. Издревле считалось, что Бозуй – это таинственный буфер между миром Тенирата и сотворенным им земным миром. В таком пространстве все хорошее и все плохое усиливается. Как доказывают многие научные и эзотерические исследования, в углах обычного жилья накапливается негативная энергия, создавая гнетущую атмосферу в доме. По всей видимости, в сферическом Бозуе идет постоянное движение и очищение энергии. Именно поэтому сон, отдых и просто пребывание в этом удивительном пространстве оказывает положительное влияние на самочувствие человека. Но для того, чтобы из Бозуя получилось именно такое волшебное пространство, Бозуй должен был быть правильно создан истинным мастером и правильно посажен с соблюдением всех, прежде всего, духовных правил. Именно поэтому кыргызы всегда соблюдали определенные ритуалы для создания правильного или позитивного жилища. Именно поэтому хранители знаний об изготовлении Бозуй испокон веков считались самыми уважаемыми членами сообщества племени. Знания Бозуй, как и большинство традиционных знаний, передаются, как правило, по наследству из поколения в поколение. В былые времена мастера по созданию Бозуй были и знатоками ритуалов посадки этого жилища, и искусными интерпретаторами всей символики Бозуя. Современному миру свойственна фрагментарность. И сегодня мастерами по изготовлению Бозуя являются одни, знаниями по правильной посадке Бозуя обладают другие. А сакральной символикой Бозуя увлечены третьи. Но как бы современный рациональный мир не пытался раздробить и поглотить древние традиции, кыргызам все же удалось через эпохи сохранить сакральный мир Бозуя, чтобы раскрыть его неизведанные грани будущему поколению. Сегодня в Кыргызстане существуют целые села, которые специализируются на изготовлении этого необычного жилища. Среди истинных мастеров своего дела есть и такие, которые уже прославились далеко за пределами своей страны. Кыргызские Бозуи увозят в Германию, Казахстан, Россию и другие страны мира. В суете повседневной жизни современному человеку очень легко потерять себя и истинный смысл своего существования. Поэтому очень важно временами вырываться из этого всепоглощающего потока событий, людей и вещей. Бозуй в сочетании с величественной природой и сегодня может быть считаться тем самым пространством, где есть возможность обрести внутреннее спокойствие, научиться созерцать окружающий мир и вспомнить истинный смысл и ценность самой жизни. И, к счастью, у кыргызов все еще есть хранители великого дара создавать или бесконечно воспроизводить такое сакральное пространство. Живое пространство Бозуй, которое всем своим существом напоминает нам о том, что дух и мудрость предков не исчезают и сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни.